Сегодня мы готовим муссовый торт 3 шоколада. Для этого нам понадобится яйца, желтки, сахар, темный шоколад и молочный шоколад, сливочное масло, соль и какао-мука. Для начала нам надо растопить шоколад с маслом. Шоколад я поставила растапливаться в микроволновую печь. Вы можете это сделать на водяной бане. Теперь нам надо взбить яйца с сахаром. Взбиваем яйца с сахаром на минимальной скорости и добавляем соль щепотку. И взбиваем. Яйца с сахаром мы взбили, теперь добавляем муку и какао. И взбиваем еще раз до однородности. Масло шоколада мы растопили, перемешали до однородности. Теперь все это добавляем. И взбиваем еще раз. Взбили до однородности. Теперь бисквит мы вливаем в форму. В форму я взяла кольцо. В нем буду я выпекать и собирать. Выпекаем мы при температуре 160 градусов около от 7 до 10 минут. Обязательно проверяем деревянной палочкой. Духовку всегда заранее разогреть. Теперь бисквит отправляем в духовку. Сейчас мы готовим муссы. У нас будет 3 вида мусса. На белом шоколаде, на молочном, черном шоколаде. Для этого нам понадобится шоколад белый, молочный и темный шоколад. Темный шоколад у меня 80%. Так, и молоко для каждого шоколада. Затем сливки и желатин. Желатин у меня листовой. Желатин надо замочить в воде. Сейчас мы будем делать сперва белый слой. Для этого мы замачиваем желатин для белого шоколада в холодной воде. Итак, теперь нам надо для мусса на белом шоколаде нам понадобится молоко. Молоко надо подогреть до кипения. Я это буду делать в микроволновке, вы можете это сделать в сотейнике. Пока наше молоко подогревается, я буду взбивать сливки. Сливки мы всегда для муссовых тортов взбиваем до мягких пиков. Нам не нужны устойчивые, только до мягких пиков. Молоко мы довели до кипения, теперь сюда добавляем отжатый желатин. И перемешаем до однородности. Теперь молоко вливаем в белый шоколад. И пробиваем через блендер. Пробили через блендер. Теперь к этой массе вводим сливки. Сливки вводим то, что указано по рецепту. Теперь нам надо перемешать. Итак, еще приготовьте заранее формочку, где будете вливать. Если у вас будет кольцо, это снизу оберните пленкой. И поднос приготовить. Или доску. Все, теперь перемешаем наш белый мусс до однородности. Я перемешала наш белый мусс до однородности. Теперь приготовили форму. Я положила сюда бортики. Теперь у нас здесь, чтобы не образовалось пузырьки, чуть-чуть стряхнем мусс. Все муссовые торты мы всегда собираем сверху вниз, чтобы у нас был верх всегда гладкий, красивый. Итак, вливаем белый мусс. Теперь мусс отправляем в морозильник минут на 15, а затем будем вливать второй мусс на молочном шоколаде. Нам надо, чтобы поверхность мусса охладилась. Отправляем в морозилку. Теперь делаем второй мусс.
на молочном шоколаде. Молоко подогрели, добавляем набухший желатин, перемешаем до однородности, затем вливаем в шоколад. Еще раз перемешаем до однородности. Затем будем пробивать через блендер. Так, молочный шоколад мы пробили через блендер. Теперь вводим сливки по рецепту. И перемешаем до однородности. Теперь все хорошенько перемешали и вводим аккуратно сверху белого мусса. Все, теперь отправляем в морозильник еще на 15 минут. Приготовим бисквит для последнего слоя. У нас будет темный слой, затем закроем бисквитом. Вот такой у нас бисквит получился. Я хочу убрать чуть-чуть верхушку, чтобы была ровная. Вы можете этого делать и не делать, по вашему желанию. Вот такой вот бисквит получился. Делаем третий слой. Опять берем желательно, ложим в воду. Молоко подогреваем. Молоко подогрели, ложим желатин. И перемешаем до однородности. Теперь вливаем в шоколад. Затем опять же пробиваем через блендер. Шоколад пробили через блендер, теперь вводим сливки. Перемешаем до однородности. Перемешали до однородности, теперь вливаем. Теперь сверху аккуратно ложим бисквит. Все, теперь отправляем обратно в морозильник. В морозильнике можете оставить на ночь или как минимум на 5 часов. Затем будем размораживать через холодильник. Торт охладился, теперь снимаем кольцо и бортик. Теперь тортик переворачиваем. Вот такой у нас тортик получился. Теперь украшаем. Можете украсить сверху, если у вас дома есть, трафаретом. Вот такие трафареты, если у вас есть дома. Можете сверху посыпать какао. Или оставить так. Я буду украшать ягодами. Вот такой у нас тортик получился. Приятного аппетита!